Адербек Асмалевич, у вас есть вопросы к Да, обращающей разрешите. стороне? Пожалуйста. Так, Саван Зарлыхович, скажите, пожалуйста, господин Гушленко имеет отношение к этому домовладению по улице Токмасская, 83? Господин Гушленко не просто имеет отношение, он является собственником этого домовладения. Вернее, на основании договоров правоустанавливающих. Да. Он имеет отношение к ОСО Гермесу? Значит так, ОСО Гермес вместе с, между ОСО Гермес и Гушленко был заключен договор долевого участия в строительстве, на основании которого Гермес должен был построить многоэтажный жилой дом и в выкупную стоимость отдать ему часть в этом построенном доме. Угу. Но, как мы понимаем, на сегодняшний день, кстати, этот договор расторгнут Свердловским судом. Во-первых. Во-вторых, договор долевого участия не является правоустанавливающим документом, то есть Гермес не имеет права, то есть это даже не совместный договор, то есть договор совместной деятельности, а просто договор долевого участия. Соответственно, он не является правоустанавливающим, и Гермес на этот участок прав собственности не имеет. Во-вторых, из постановления о наложении ареста видно, что я могу предположить, что следователь, видя договор долевого участия, накладывает арест. Но не на объект, который должен был быть в будущем передан Шадыевой, а на весь участок. Это во-первых. А во-вторых, этот объект, который должен был быть в будущем построен, его еще нет. Соответственно, права собственности у Шадыевой нет. И, соответственно, арест на то, чего не существует, наложен быть не может. Это уже другой вопрос, наверное. Да, Так, скажите, пожалуйста, земельный участок по улице Токмасская, 83, да. Значит, я так понял, что принадлежит господину Гушленко. Теперь все понятно, понял, спасибо, я понял уже. Теперь скажите, в этом договоре, в контракте между ОСО Гермес и Гушленкой, да, о долевом строительстве, какие-то обязанности Гушленко предусмотрены в этом договоре перед третьими лицами, то есть перед Шадыевой, например? Перед третьими лицами у Гушленко в этом договоре никаких обязанностей не предусмотрено. Все обязанности перед третьими лицами несет Гермес. То есть все претензии должны были быть предъявлены Гермесу, но никак не Гушленко. А Гермес на сегодняшний день действующая эта организация? Я думаю, что действующая, да, потому что в тех судебных разбирательствах, где мы расторгали этот договор, их представитель участвовал. Теперь скажите, пожалуйста, вот в этом домовладении, в этом строительстве, какова процентная доля Гушленко в долевом строительстве? Доля. Там, как минимум, я полагаю, где-то около 40%, наверное, да? Ну, если это имеет значение, мы сейчас уточним, конечно. Это имеет значение. Там, если по квадратам брать, они должны были построить 3 здания квадратурой где-то больше 20 тысяч. И из этих 20 тысяч там около 3 с чем-то должно было принадлежать мне. Понятно. Это никак не 40%. Понятно, даже спасибо. 10, спасибо. Теперь вот вы сейчас остановились на том, что вы в лице Гушленко обратились в суд повторно, воспользовавшись теми нормами, которые предусматривает Гражданско-процессуальный кодекс, обратиться отдельно с исковым заявлением. Да. Чем суд мотивировал и какой суд отказал вам в этом иске? Чем мотивировал? Можете вы сейчас представить суду? Представить суду мотивы суда. Суд для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Нет, это второе обращение. Первое обращение понятно уже. Вы обратились, суд отказал. Теперь вы сказали, что вы повторно обратились. И нет, вновь было судом отказано вам. Нет, вы не поняли. Или я... То есть для того, чтобы подать самостоятельный иск о отмене ареста, я должен был знать, кому подавать этот иск. Ну, в смысле, не я, Гушленко. Кому подавать этот иск? А это была Шадыева, допустим, да? Она должна была быть ответчиком, и, соответственно, там третьими лицами заинтересованные. Но для того, чтобы подать иск, я должен был знать предмет иска, по которому был наложен арест. Это первое. Второе, я должен был знать участников этого процесса, которым нам надо было
копию иска разослать перед тем, как подать иск. Вот. Для этого я обратился в Ленинский суд, чтобы дали возможность ознакомиться с материалами дела. Ленинский суд нам отказал по основаниям, что мы, в смысле Гушленко, не является участником того процесса и не имеет права на ознакомление с делом. Все. Понятно. На этом как бы... Значит, Тупик. я неправильно вас понял. Да. Я понял так, что вы повторно обратились в суд. Нет, я хотел. Все понятно. Теперь последний вопрос. На сегодняшний день судьба этого здания, этого участка до сих пор стоит так же. Суд рассмотрел На этом суд? здании вместо 4 зданий, значит, построено каркас 3 этажа одного здания. Договор долевого участия расторгнут. Объект признан проблемным. В отношении руководства Гермес Гушленко подано заявление в Октябрьский РОВД, возбуждено уголовное дело, ну и так далее. Ведется следствие. Как обычно, да. Там больше 100 обманутых дольщиков, Дольщиков. как всегда, да. Как и Джумабаева, да? Вот типа таких там Да, около 100 человек, сейчас да? у нас в городе таких Всё. процессов Спасибо. Больше нет вопросов. масса. Уважаемые судьи, есть вопросы? Пожалуйста. Кырхель Джумалевич, пожалуйста. Уважаемый Сагын Зарлыкович, Да. вы понимаете, как адвокат, что любое наложение ареста на имущество по любому делу. Микрофон не слышно, да? Да, почему-то да. Далековато здесь стоит. Я хочу сказать, что вы как адвокат прекрасно понимаете, что любое наложение ареста на имущество не может быть, ну как бы сказать, не связано, как бы сказать, безосновательно. Так. То есть основания на то, наверное, какие-то были. Ну, тем более, в то же время вы говорите, что вы не имели возможности ознакомиться с материалами дела. Вас не допустили, Да. поскольку вы не являетесь участником этого дела, да? Тогда почему так вы утвердительно значит, говорите о том, что никакого абсолютно отношения имущество Гушленко не имеет к этому спору, который разбирается там? На каком основании такие выводы сделали? Можете ответить? Конечно. Если по-простому, имущество, если вы ознакомливались с постановлением о наложении ареста, то там четко, следственным судьей четко прописано, что участок по Токмакской 83 принадлежит Гермесу, ОСО Гермес. Понимаете? Скажем так, это является собственностью ОСО Гермес. Но на самом деле такого нету. Потому что с 17-го года, если я не ошибаюсь... Я понял вас. Дальше можете не развивать мысли. Только, значит, получается, вы изучили только постановление. На основании только изученного постановления вы сделали вывод такой, правильно? Ну да. Других материалов вы не видели в деле. Это раз. Ну хорошо, для уточнения просто. Да, так. хорошо. Потом второй, значит, на какой стадии вы пытались ответить значит, на этот вопрос до этого? На какой стадии вообще разбирательство находится это дело, основное дело? Какое именно основное Ну, дело? по которому вот вы имели претензии по собственности. По которому наложен арест? Да, да, да. Ну, меня же не... Мне Нет, же вы не в дали курсе, да? возможность знать. Я Абсолютно не в курсе, знаю, да? Откуда мне знать, да? И третий вопрос. Вам Верховный суд сказал, что у вас есть иные возможности Да. как бы разрешить свой вопрос. Да. Вы считаете, что иной возможность это обращение в Конституционный суд? Нет. Я же только что сказал, что иная возможность, я должен был подать самостоятельный иск об отмене... Хорошо, понял. Да. Значит, а вы в апелляционном порядке, то есть если решение, ну, видите как, вы не знаете судьбу этого дела, и на каком этапе было бы Да. интересно нам Да, знать, да, так? да. Если бы дело уже завершено на первой стадии, инстанции, да, и уже апелляционной инстанции, вы же там имели право подать соответствующие жалобу. То есть, Правильно. Но для так. того, чтобы подать жалобу, я должен ознакомиться с материалами дела. Я должен знать хотя бы элементарно участников, кому рассылать эту жалобу, копию. Без, Понятно. Без того, Одним что- словом, вы этот путь, как бы сказать, еще не использовали, не реализовали, да? А как я его реализую? Я же еще Понятно, раз- нет, да. мне не надо вопросом Нет, я отвечать не- на не вопросы, на реализовал, вопросом да. отвечать. Вы отвечать да или нет, Да, и все. нет. Нет. Все, спасибо. Еще вопросы? То есть дело, спор, который в суде рассматривается между этим Гермесом, Так. строительной компанией, и его дольщиками, Да. вам судьба неизвестна совершенно, да?
Мне эта судьба известна только вот по тем интернетским, по интернетовским этим, Ну, как сказать, вот так. Шадыева задержана, допустим, да, она кем пом- является Шадыева? Она директор? она вот как раз по ее заявлению был наложен арест. Она не директор. Ну, я не знаю, она просто частная... Она дольщик? Нет. Да, она- имеет отношение к Гермесу или она к дольщикам имеет отношение? А нет, она имеет к Гермесу отношение поскольку Гермес должен Шадыевой деньги. Поэтому она подает иск о взыскании с Гермеса какой А энной за суммы. что ее арестовали? Сейчас я прочитаю, можно секундочку. Если она дольщиком является. В чем сущность ГКНБ ее задержал вины? генерального директора компании МБ Групп по подозрению в рейдерском захвате коммерческого помещения, а об этом сообщает пресс-центр Комитета Ну, национальной это другое безопасности. что-то совсем. Вот я об этом, понимаете, что это Да, совсем что другое, никак не относится к земельному участку. Но тем не менее накладывают арест на земельный участок Гушленко, и он не может защитить свои права. Все понятно. Все Вот хорошо. в том-то и дело, что никакого отношения к нему не имеет. Ваша позиция понятна. Присаживайтесь.